Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Депутаты парламента проголосовали о регулировании правового статуса многофункциональных комплексов на территории Республики Абхазия. В селе Тхина более 20 человек получили помощь благодаря государственной программе развития сельского хозяйства. Страха нет, лучше один день прожить как тигр, чем всю жизнь как мышь. Эти строки были жизненным девизом Даура Хмелева, героически погибшего в СВО полгода назад. Ученые, преподаватели Абхазии и России обсудили вопросы межкультурного общения. Состоялась очередная сессия парламента республики. Повестки заседания: принятие конституционного закона о регулировании правового статуса многофункциональных комплексов на территории Республики Абхазия. Закон был принят депутатами единогласно во втором окончательном чтении. Подробнее расскажет Рада Чачава. Открывая внеочередное заседание сессии Народного собрания, спикер парламента Лаша Ашуба отметил, что обсуждение предложенного конституционного закона велись еще на прошлой неделе, аналогичны дискуссиям, касающимся соглашения об инвестиционной деятельности. Ряд депутатов парламента выдвинул соответствующую инициативу, которая связана с расшифровкой понятия многофункциональный комплекс, и, в общем-то, был составлен законопроект. Было проведено заседание в соответствующем комитете, на котором данный законопроект был рассмотрен и предложен в качестве проекта на сессию. После, по обращению коллег, было обращение, связанное с тем, что провели внеочередное заседание сессии парламента, связанное с этим законом. Представлял проект конституционного закона депутат парламента, председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш. Он отметил, что предлагаемый проект закона разработан в целях регулирования правового статуса многофункциональных комплексов, упоминаемых в соглашении об инвестиционной деятельности. В принятом градостроительном кодексе мы обнаружили, что многофункциональные комплексы, они, в понятийном виде не раскрыты полностью, что мы можем считать под многофункциональными комплексами. И у нашей общественности, и у депутатов парламента вызывали определенные опасения, что под видом строительства многофункциональных комплексов будет иметься возможность строительства апартаментов или апарт-отелей. Для того, чтобы снять те опасения, которые возникли и у депутатов, и у нас в обществе, вот еще раз повторяюсь, родилась такая идея. Данный законопроект, он полезен, в принципе, в регулировании строительного комплекса в нашей стране, в том числе по строительству многофункциональных комплексов. Законопроектом предлагается ввести в сфере правового регулирования понятие многофункционального комплекса, как нежилого имущественного комплекса, состоящего из одного или нескольких нежилых зданий, содержащего в себе исключительно нежилые помещения разного функционального назначения. В составе многофункционального комплекса допускается размещение офисных, торговых, спортивных, выставочных, образовательных и иных нежилых помещений, за исключением нежилых помещений, указанной в части 2 настоящей статьи. А вот часть 2: многофункциональный комплекс не может включать в себя целиком или частично апартамент или апарт-отель. Законопроектом также запрещается перевод нежилых зданий и помещений в составе многофункционального комплекса, как и самого многофункционального комплекса целиком или частично, в жилые здания, многоквартирные или индивидуальные дома и жилые помещения. Конституционный закон был принят парламентом во втором окончательном чтении. Рада Чачава, Рамо Камке, Абхазское телевидение. Президент Аслан Бжанян подписал конституционный закон о регулировании правового статуса многофункциональных комплексов на территории Республики Абхазия. Президент Аслан Бжанян поздравил никарагуанского лидера Даниэля Ортега с днем рождения. В поздравлении говорится:
Народ Абхазии с благодарностью помнит о вашем решении по признанию независимости нашей страны, и мы полны решимости развивать всестороннее сотрудничество с Республикой Никарагуа. Аслан Бжаня пожелал своему никарагуанскому коллеге крепкого здоровья, благополучия, успехов в реализации намеченных целей. Более 3000 тонн мандаринов экспортировано из Абхазии в Россию с начала цитрусового сезона этого года. За аналогичный период прошлого года было вывезено на 1000 тонн меньше. Более 900 тысяч килограмм фейхоа экспортировано в текущем году, если сравнивать за аналогичный период прошлого года в 2 раза меньше, около 400 тысяч килограмм. Экспорт хурмы составил около 170 тысяч килограмм, лимонов чуть меньше – 80 тысяч килограмм. Более 20 тысяч человек в селе Тхина, Ачимчирского района стали участниками государственной целевой программы развития сельского хозяйства. Один из них – Роман Куркунава, который уже 2-й год занимается виноградарством. О том, как сельчанин реализует свой проект, в репортаже Алики Трапш. Житель села Тхина Роман Куркунава давно мечтал заняться виноградарством в родном селе. Осуществить это удалось благодаря государственной целевой программе развития сельского хозяйства. Как только Роман Куркунава узнал о программе, решил поучаствовать, написал проект. Комиссия Министерства сельского хозяйства одобрила его. В 2021 году, как началась вот эта программа, я решил поучаствовать. Подготовил бизнес-план, все расчеты, где идут по агроправилам то, что надо было закупить. Вот шпалерные столбы, шпалерная проволока, вот это изгородь, проволоки, все, вот это то, что они посчитали, вот там в сумме было указано. Если деньги дали бы, мне пришлось бы вот это все покупать. Мне надо было бегать, искать. Они все купили, я у них взял вот это. Это, я считаю, нормальная программа. На территории бывшей чайной плантации Роман Куркунава заложил 2200 корней винограда, 2 сортов – белый и черный. Виноградник был заложен больше года назад. Роман Куркунава планирует сделать обрезку. Первый урожай здесь ожидают уже в будущем году. По словам Романа, в селе Тхина более 20 человек получили помощь благодаря государственной программе развития сельского хозяйства. Такая поддержка со стороны государства является важным толчком для начала собственного дела, говорит он. Кто хочет сделать, есть поддержка, дают поддержку, а дальше, конечно, самим тоже надо побегать, потрудиться. Население уезжает, молодежь уезжает из-за того, что работы нету. Если вот такие работы пойдут, я думаю, и молодежь, и все останутся. За виноградником нужен особый уход, пока хватает сил семьи. В будущем при сборке урожая они планируют привлечь односельчан. Роман Куркунава планирует изготавливать вино и водку для реализации. Алика Трапш, Камила Джопо, Абхазское телевидение. Министерство экономики информирует о приеме заявок на субсидирование части затрат, связанных с приобретением производственного оборудования и техники в целях создания и развития либо модернизации производства в соответствии с госпрограммой «Социально-экономическое развитие Республики Абхазия на 2022-2025 годы». По вопросам условий участия в отборе следует обращаться в отдел инвестиционной политики и развития предпринимательства Министерства экономики в городе Сухом, улица Лакоба, 21. Контактный телефон +7 840 228 81 47. Абхазская делегация, возглавляемая председателем Госкомитета по репатриации Вадимом Харази, посетила Абхазский культурный центр в Стамбуле, сообщает пресс-служба Госкомитета. Представители Абхазии встретились и пообщались с руководителем центра Элиф Маршан и группой соотечественников, проживающих в Стамбуле. Во встрече также участвовали студенты из Абхазии, обучающиеся в Государственном университете города Бандерма. Мэр города, потомственный Убых Дурсун Мирза, оказывает огромную поддержку и внимание студентам из Абхазии. Такая же встреча с соотечественниками состоялась и в Абхазском культурном центре в городе Бурсе. Главная цель поездки, по словам Вадима Харази, налаживание тесных связей с зарубежными соотечественниками, сохранение традиций и культуры абхазского этноса.
11 ноября британский ученый, кавказовед, профессор Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета, член Британской академии наук, почетный член Академии наук Абхазии, Международной черкесской академии наук, почетный консул Абхазии в Великобритании, кавалер ордена Ахисепша второй степени, большой друг Абхазии и, наконец, абхазский зять Джордж Хьют отмечает свое 75-летие. Свой первый приезд в Абхазию в 1976 году он познакомился со многими выдающимися абхазскими учеными, такими как профессор Шалва Иналепа, Георгий Дзидзаря, Константин Шакрыл, Сергей Зухба. Джордж Хьют связал свою жизнь с Абхазией не только родственными узами, но и культурными, дипломатическими. Президент Аслан Бжаня поздравил профессора Джорджа Хьюта с 75-летним юбилеем. В поздравительном письме говорится: «Ваши усилия по изучению и популяризации абхазского языка неоценимы. Благодаря вашей неустанной поддержке и помощи Абхазии вы заслужили любовь абхазского народа. В самые трудные времена современной истории нашей страны вы многое сделали для распространения правды о событиях в Абхазии. Большое вам спасибо за это», говорится в поздравительном письме президента Абхазии. Полгода назад, спасая жизнь товарища, он был смертельно ранен в зоне специальной военной операции. Даур Хмелев был одним из тех, кто не смог оставаться в стороне и считал своим долгом служить Родине. У него их было две – Абхазия и Россия. Даур Хмелев был надежным боевым товарищем, смелым, отважным, решительным. Наш следующий сюжет посвящен памяти героя. Его мечтой было жить в Апсны и служить второй родине. Даур Хмелев родился в Санкт-Петербурге в семье военнослужащего Валерия Хмелева и Ларисы Быганба. Молодого человека всегда тянуло в Абхазию. Абхебра айбышренил гаштех вада какуасхон. Анхара харахсисит. Я рада найуси хет, мама говорит. Аюна харгыла бгартава дастахцам говорит. Абрахим хараху сарцтахупи. Сак шахатхан и хусхастит зикхастит. Ткапцы усиван. Ахабстазара убаси калит. Урусбула кацараюкшит. И гипс лакунихихас бзи бонзиги. Единственный сын, брат и отец двоих детей. Он ушел на фронт в зону специальной военной операции. Не мог по-другому. Мать надеялась и верила, что сын обязательно вернется домой живым, но судьба распорядилась иначе. Даур Хмелев погиб в мае 2024-го. Я должен туда, говорит, поехать. Ариза акамитсзы калот хасак кухдзомаст. Я раз запшин охычный и сапхазон. Аншасихан издерва доча жабж бзик сахавазарха. Акамитсзы там зижобарза. Даур окончил Российский государственный педагогический университет имени Герцена. После окончания учебы он приехал в Абхазию и начал службу в органах госбезопасности, зарекомендовав себя ответственным сотрудником. Даур неоднократно был отмечен благодарностями и грамотами как из ГБ Абхазии, так и ФСБ России. Родные, близкие, друзья, сослуживцы Хмелева Даура Валерьевича, от имени руководства и личного состава позвольте зачитать благодарственное письмо. Уважаемая Лариса Георгиевна, руководство и личный состав Службы государственной безопасности Республики Абхазия выражает вам, Лариса Георгиевна, огромную благодарность за воспитание сына, проявившего стойкость и героизм, выполняя свой воинский долг в ходе участия в специальной военной операции в составе Вооруженных сил Российской Федерации и ставшего ярким примером преданности и любви к родине. За период службы в органах государственной безопасности Республики Абхазия зарекомендовал себя с наилучшей стороны, как верный товарищ, грамотный офицер и патриот. Неоднократно участвовал в специальных мероприятиях по противодействию разведывательным устремлениям иностранных спецслужб, выявлению, пресечению и задержанию лиц, причастных к особо тяжким преступлениям. Исходя из результатов деятельности в органах государственной безопасности Республики Абхазия, старший лейтенант Хмелев Даур Валерьевич был представлен к высшей ведомственной награде
службы государственной безопасности Республики Абхазия за заслуги в обеспечении безопасности государства и посмертно награжден приказом председателя службы государственной безопасности. Позвольте мне вам вручить, Лариса Георгиевна, вот, высшая ведомственная награда. Благодарственное письмо. Навсегда в сердцах коллектива службы государственной безопасности, непосредственно знавших Даура Валерьевича, останется в памяти как одного из офицеров, потенциал которых был неисчерпаем. Где бы он ни работал, всегда отличался своей честностью, порядочностью. До СВО Даур проживал в Москве, работал главным специалистом группы управления авиационной и транспортной безопасностью авиакомпании «Россия». Даур Хмелев в школьные и студенческие годы занимался боксом, был кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу, мастером спорта по легкой атлетике, мастером спорта по силовой атлетике. Был вынослив. Друзья признаются, что сегодня без Даура сложно. Он сам разрабатывал военные операции и осуществлял их без потерь. А его друзья с роты, командир роты, командир дивизии постоянно пишут, звонят, спрашивают. Вчера Иван написал: Лариса Георгиевна, вы даже не представляете, как нам сложно, говорит, без Даура. Даур Хмелев совершал подвиг за подвигом, защищая родину. Он понимал риск, но не мог оставаться в стороне. Даур участвовал в освобождении Донецкой, Луганской, Запорожской областей, Мариуполя. Был в должности заместителя командира батальона. Его позывной «Питер» был широко известен во всей зоне проведения специальной военной операции. Даур погиб, исполняя свой воинский долг. Он не бросил товарища и при попытке спасти его жизнь был смертельно ранен. Даур хотел, чтобы его похоронили в Абхазии рядом с отцом. Его желание выполнили. В память о герое, достойном сыне Апсны, ему установлена мемориальная плита, надпись на которой гласит: «Страха нет, лучше один день прожить как тигр, чем всю жизнь как мышь». Эти строки были жизненным девизом Даура. Здесь же над мемориальной плитой установлен флаг, разработанный по его эскизам, сопровождавший его на протяжении всего пути. С ноября 22 года воевали бок о бок, был очень храбрым, смелым, решительным офицером. Заслуженно имел уважение не только у подчиненных, но и у начальствующего состава. Весть о гибели Даура Хмелева тяжело восприняли представители абхазской диаспоры Санкт-Петербурга, которые сегодня звонят и поддерживают родных и близких Даура. Наверное, достоин всего этого, что говорят, что пишут, что делают, то, что вы сделали сегодня. Всем большое спасибо. Отдельное спасибо хочу сказать абхазской диаспоре. Мы там прожили 40 лет. Днем и ночью мне звонят, пишут, спрашивают, переживают, плачут. Даже позавчера с Питера приезжали. Плакали здесь, стояли. Всем низкий поклон, всем соседям, друзьям, родственникам, кто помогал, кто рядом. Хочу пожелать всем матерям Абхазии, России, где бы ни были, чтобы они никогда не плакали и не хоронили своих детей. Даур Хмелев дважды представлен к ордену мужества. Указом президента Российской Федерации он награжден этой высокой государственной наградой посмертно. У Даура Хмелева остались жена и 2 детей. В ноябре этого года ему бы исполнилось всего 36 лет. Гугут Савардания, Рада Чачава, Инал Гвинджи, Абхазское телевидение. Ученые и преподаватели из Абхазии и России обсудили вопросы межкультурного общения на круглом столе, который состоялся в Абхазском государственном университете. Тема – межкультурное общение, контакты и конфликты. Как язык и культура могут способствовать взаимопониманию народов? Этот и другие важные вопросы культурного диалога озвучили выступающие спикеры. На мероприятии научного сообщества 2 стран присутствовал наш корреспондент Заур Кварча.
В Абхазском государственном университете прошел второй круглый стол на тему «Межкультурное общение, контакты и конфликты». Мероприятие объединило преподавателей и исследователей из России и Абхазии. В нем принимали участие представители Московского государственного университета, Адыгейского государственного университета и АГУ. Круглый стол стал очередной площадкой для обсуждения роли языка в понимании культурных различий и налаживании диалога. Я рад приветствовать всех в стенах нашего университета и вижу здесь людей очень достойных, значит, которые, я думаю, каждому покажут пример того, как двигаться дальше по пути большой дружбы с Россией. В Абхазии нет ни одного человека, который рассуждал бы по-другому. Доктор филологических наук Московского государственного университета Наталья Уфимцева в своем докладе «Языковое сознание. Образ мира. Картина мира» рассказала о том, как язык влияет на восприятие реальности и помогает понять культурные особенности. Человек, который проходит социализацию в той или иной культуре, живет в мы-пространстве. Он вычерпывает содержание своего сознания у других, на которых обращено его внимание. Он учится всему, не только знаниям, но и эмоциям, действиям и так далее. То есть на самом деле в наш образ мира входит отнюдь не только понятие или значение, как мы привыкли лингвисты, а на самом деле входит еще структура деятельности, которая принята в той или иной культуре. И сами культурные предметы, потому что в каждой культуре, в некоторых культурах это трудно заметить, а культуры, которые отличаются сильно друг от друга, можно увидеть, что технологии деятельности тоже различаются. В программе круглого стола было несколько докладов, каждый из которых затрагивал важные вопросы культурных различий и межкультурного общения. Профессор Адыгейского университета Мариета Хиджакова отметила, что такие встречи помогают укреплять академические связи и способствуют культурному обмену, что особенно важно для студентов и аспирантов, которые только начинают свой путь в науке. Эта деятельность должна дать плодотворные плоды для подрастающего поколения, для того, чтобы будущее поколение Абхазии и аспиранты, в частности, лингвисты и молодые преподаватели языковых, гуманитарных факультетов могли как-то идти в ногу со временем. Я понимаю, что человек сам себе может выбрать путь и идти, но когда ему помогают и оказывают какую-то поддержку, это как-то больше мотивирует для сохранения времени и более быстрого темпа в своем развитии. Участники круглого стола договорились и в дальнейшем укреплять связи между вузами и расширять научное взаимодействие. Заур Кварджа и Налгвинджия, Абхазское телевидение. Дирекция Рицинского реликтового национального парка предупреждает, что из-за ухудшения погодных условий дорога на Ауатхару покрыта льдом. Поэтому в целях безопасности поездки можно осуществлять на автомобилях повышенной проходимости, оснащенных зимней резиной. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, 12 ноября на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем плюс 12-17 градусов. Температура морской воды плюс 18. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.